Всем салам алейкум, вы на канале Найза ТВ. Это очередной разбор полетов в преддверии Найза FC37, который состоится 5 марта в Алматы-арене. Главное событие вечера — это бой за вакантный пояс чемпиона. Об этом мы поговорим в своих следующих выпусках. А прямо сейчас мы поговорим о поединке, который, возможно, определит одного из претендентов на пояс чемпиона в тяжелом весе. Мы сейчас говорим про поединок Сергея Зубкова и Джалалыкбека Чомонова, бойца из Кыргызстана. Этот поединок пройдет в рамках главного карда. Сергей Зубков, который провел несколько поединков в NFC, и дебютант Жиргалбек Чомонов. Что по поводу этого поединка думаешь ты, Сатай? Не так часто мы видим тяжей, к сожалению, в NFC. Ну, знаешь, стилистически очень разные бойцы. Довольно-таки интересный поединок. И даже внешне, если посмотреть, да, выглядит как два антагониста. Это, наверное, самая важная составляющая в бою, чтобы бойцы были совершенно разные, да? Не то, что даже разные, а были противовес друг другу во всем. В стиле, во внешности, во взглядах. Это порождает определенный конфликт. Ну или способствует тому, чтобы там какой-то конфликт между ними был. 8-2 рекорд кыргызстанского бойца, но в оппозиции нет больших имен, да, или таких сильных бойцов. Есть несколько имен, там, Ирохи, например, тот же, которому последний поединок провел, год назад проиграл техническим нокаутом во втором раунде. Он в основном дрался у себя в Кыргызстане. Такой типичный боец, который, знаешь, вот только-только выходит на определенный уровень. Можно было бы сказать, если бы ему там не было почти 40 лет. Для тяжа это уже самый возраст, наверное, да, когда вот он уже должен быть там немножко на другом уровне, поэтому, скорее всего, Чомонова это потолок, да, Найза, скажем так. Именно здесь он будет пытаться полностью себя реализовать, потому что, даже в случае, что он начнет расти как боец, навряд ли он еще дальше куда-то пойдет, потому что уже возраст подходит. Поэтому я считаю, что этот боец за такой мотивирован, но если стилистически смотреть, он, опять-таки, если выберет правильную тактику, очень удобен. Жиргалбек для Сергея, уточню, да? Потому что очень мало борьбы я видел в исполнении Жиргалбека. Он больше такой, знаешь, от бокса отталкивается. То есть даже ногами очень мало бьет, много боксирует, но нужно признать, что обладает очень тяжелым ударом. То есть по боям это было видно, что он знаешь, это один из той категории бойцов, который может просто одним ударом закончить. Не добиванием обязательно, да, просто потушить свет с одного удара. То есть это у него есть, и это, наверное, у него не отнять. Но напротив есть трехкратный призер или четырехкратный, уже не помню, призер чемпионатов мира по боевому самбо, довольно-таки хороший борец, в грэпплинге довольно-таки неплохо выступал, но умеет бороться парень. И очевидно, что он борется лучше, чем Жиргалбек. И даже в последнем, да, в своем поединке на Найза он продемонстрировал, что умеет бороться. И партер умеет, и стойка умеет, поэтому вообще без проблем. И намного моложе, помощнее смотрится Зубков, несмотря на статистику, она, по-моему, у него 3-4, да, такой отрицательный рекорд. Да. То есть, если смотреть рекорд, это кажется таким рекорд джорнимена, да? Но здесь опять-таки качество, то есть, если просмотреть оппозицию, те бойцы, которые дрались с Сергеем Зубковым, они все-таки выше уровнем соперников Жиргалбека Чомонова. Отсюда и такой рекорд вырисовывается. Но в целом, я, наверное, с твоей мыслью согласен, что в этом поединке именно Зубков будет считаться фаворитом. И все-таки мне кажется, что после череды поражений, да, неудачного старта в карьере, Зубков только-только немножко перестроился, начал понимать, что такое профессиональный ММА, как себя вести, как тренироваться, как вести вообще поединок профессиональный ММА. То есть ощущение, что он только-только начинает раскрываться. Знаешь, один момент, ты сейчас сказал про Жиргалбека. Изучая его поединки, я заметил, что свои победные бои он заканчивает очень быстро. Там в первом либо во втором раунде один из его побед я тоже наблюдал. Первые секунды он всегда опасен в самых первых секундах этого поединка.
И еще один момент, правильно ты говоришь про борьбу, потому что в тех боях, которые я видел, его переводили вообще без особых проблем. Переводили даже бойцы, у которых нет абсолютно никакой борцовской базы. В Кыргызстане у себя на турнирах ВФ дрался с бойцами из Украины, и они переводили и контролировали его в партере вообще без особых проблем. Но еще одна есть момент такой у Чомонова, это его выносливость. Он очень плохо дышит после первого раунда, второго раунда точно, потому что вкладывается в удары, в размене вообще не боится идти в размены, и даже поединок против Константина Ерохина, казалось бы, Ерохин бьющий боец. В любом случае он входил в размены, тоже наносил удары, но в какой-то момент пропустил. Такая же тактика, кажется, Зубковым не поможет ему входить в размены, потому что Зубков, даже не обладая, мне кажется, такой вот высокого уровня ударной техники, в любом случае, даже если просто что-то выбросит, это точно попадет и отправит в нокдаун как минимум Жилабека. Как думаешь? Да, однозначно. Очень мощный такой. Мощные плечи, шея, спина у Зубкова, поэтому однозначно он обладает ударом. Но пока вот во всех своих 7 поединках он ударную мощь свою как-то не демонстрировал. То есть до этого нам не удавалось еще видеть, что там Зубков кого-то ронял, да, но мы видели, что Зубков борол. Да, и поэтому нужно, наверное, я строю, исходя из того, что я строю свои какие-то доводы, исходя из того, что я видел, что они показывают. Чумонов, нельзя его недооценивать однозначно. Человек с таким ударом, он опасен там. Как ты сказал, ну пусть даже это будет первый раунд, он опасен в любую секунду. Один удар — это 1 секунда. Да? Один удар — это 1 секунда. И у него будет как минимум там, в 5 минутах сколько секунд, считайте. Да, считайте. Не будем вдаваться, да. Это не наша тема. Да, шансы 60/40, и чем дальше раунд будет заходить, бой будет заходить, да, там, во второй, третий, тем меньше шансов. Допустим, если первый раунд они начнут 50/50, второй раунд уже будет 60/40. И закончится, условно, 30/70 и так далее. То есть, несмотря на рекорд, я думаю, Зубков при правильной тактике, с уклоном на борьбу, естественно, должен одолеть Чумонова в этом поединке. Но опять-таки, вот этот момент взрослого бойца, который, да, возможно, это его уже крайняя остановка в профессиональной карьере. Дальше он уже никуда не пойдет, его надо рвать и метать. А вдруг он сейчас одного за другим начнет ронять, да, заберет пояс, в 40 лет скажет: все, я ухожу. Все может быть. Да. Мотивация творит чудеса, поэтому вот этот фактор многие недооценивают, и разбор, возможно, даже не включает. Но это только психологический момент, я не знаю, его стоит, не стоит включать, но я всегда стараюсь учитывать это. Ну, видишь, момент такой, что ты можешь не угадать с психологией, а с физическими данными, последними выступлениями ты точно знаешь, в какой он форме. Поэтому сегодня можешь встать не с той ноги и сказать, что нет, я что-то не хочу сегодня вообще напрягаться. А напротив него Зубков, вот такой вот огромный, которого даже наш большой друг Марат Алиасхабов недооценил, и во что это превратилось. Поэтому... Плюс молодой, и он такой в рассвет тяжей даже еще не вошел, да, скажем так? Да. В рассвет тяжеловес. Я надеюсь, что этот поединок будет таким же красочным, как и наш разбор, потому что мне всегда нравятся поединки тяжеловесов. Ну и плюс я хочу, чтобы в НФС уже был какой-то тяж-чемпион, который мог бы бросать вызовы направо и налево. Я думаю, что это будет чемпион из Казахстана, потому что хочется, чтобы это был не так тяжей мало, так еще хочется, чтобы он взял пояс и всем раздавал вызовы. Но если у вас есть что добавить в конце, обязательно пишите в комментариях под этим выпуском, за кого будете болеть, за Чумонова либо за Зубкова. Как вы считаете, этот поединок закончится, и будет ли нокаут, либо будет ли это болевой сабмишн, закончится ли бой досрочно, короче, пишите. Ну и следите за следующим нашим разбором.